Река издревле является источником жизни и сама живой, постоянно меняющийся организм. Один из видимых признаков взросления водной артерии – ее возможное обмеление. Главная причина либо полного, либо частичного пересыхания рек – изменение русловых процессов. В силу природных явлений или деятельности человека долина реки смещается, захватывая с собой массивные водные потоки. Люди судят по тому, пройдет теплоход, не пройдет. Значит, это чисто визуально, и каждый судит по-своему. В одном месте она стала мельче, потому что это все меняется. Река живет, понимаете, это как живое существо. Она живет, соответственно, она трансформируется, происходят русловые процессы, значит, зависит от гидрологического режима. Там при высоких половодьях быстрее размывает, плюс еще вмешательство людей. Вот эти излучины давным-давно уже должны были прорываться, в том числе там, где Красная гора, река должна была пройти вот так вот. Но отсыпали в свое время, бетоном, кусками, обломками, щебнем. Это все замедляет этот сильно процесс. Замедление естественных процессов по вине человека уже не раз наблюдалось на сыктывкарских реках. Например, затопленная давным-давно баржа в районе Сидорполя на десятилетия сдвинула прорыв Сысолы-Вычегду, отчего реки сильно сместились и, к слову, продолжают делать это до сих пор. Как результат, ученые прогнозируют переход русел минимум на 1,5–2 километра. В результате чего многие участки обмелеют, превратившись во второстепенные протоки, а затем и в староречье, задействовать которое будет возможно лишь в половодье. Как итог, на обмелелых местах станет невозможным судоходство, а там, куда потоки наоборот сдвинулись, усилится сезонное половодье, затопляя ранее тронутые водами поселения. Каким последствиям может привести смещение русла, реально очень скоро, если ничего не делать, заметить на примере набережной в районе Кировского парка. Через 10-20 лет излюбленное место отдыха гостей и горожан в отсутствие течения очень быстро зарастет ивником и покроется ряской с кубышками. В первое время за счет лучшего прогрева такие изменения может кому-то и понравиться. Но практически это будет очень похоже на болото. Появится так называемая старица, водоем по типу озера. Специалисты опасаются именно неприятного запаха от этого, и обилия кровососущих. Активный паводок этого года еще раз выявил все негативные процессы, в том числе и в местечке Сидорполой, что Сысола, что Вычегда равнинный характер течения, поэтому активно меандрируют между собой, образовывают в том числе протоки, образовывают новое русло. И, конечно, у нас есть опасность предположение, что если река поменяет свое русло, то здесь останется старица и в дальнейшем будет заболачивание территории. А еще очень важно, отмечать специалисты, сохранить судоходство. Тем значимее, что по ту сторону реки в оторванных от большой земли поселениях живут люди. И связь с ними чаще всего именно водная, с помощью парома. Впрочем, в Минприроды обнадеживают. Проблема обмеления сейчас в руках не только наших специалистов. Республика заключила соглашение о сотрудничестве с Росгидромет. С его помощью будет вестись мониторинг гидрометеорологических, экологических, а также речных особенностей региона. Русловыми процессами будут заниматься сотрудники Государственного гидрологического института. Общими усилиями, уверены в Минприроды Коми, удастся спасти не только набережную Сыктывкара. Первые этапы реальных исследований начнутся в ближайшее время. Но пока сотрудничество с федеральными экспертами на этапе активного изучения водных ресурсов Коми. Анна Зубарева, Евгений Окладкевич, Дмитрий Ведерников, Вячеслав Беспалов, телеканал Юрган, Сыктывкар.